вечер, уважаемые телезрители. Проект договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, который предложила российская сторона, подвергся бурному общественному обсуждению. И по сей день эта тема остается номером один в нашем обществе. Многие эксперты считают, что принятие договора в представленном виде категорически неприемлемо, так как противоречит Конституции Республики Абхазия и наносит ущерб суверенитету нашей страны. Абхазская сторона при этом имеет право подготовить свой вариант договора. О вопросах безопасности, обороны, обеспечения законности и правопорядка, которые также оговорены в договоре, мы сегодня поговорим с руководителями силовых структур Абхазии. Итак, гости нашей студии: министр обороны Мираб Кишмария, председатель службы госбезопасности Республики Абхазия Зураб Маргания и министр МВД Рауль Лолуа. Здравствуйте. Добрый вечер. Для начала я хотела бы, чтобы вы дали свою оценку этому договору. Кто начнет? Рауль Лолуа. Рауль Валерьевич. Прошу прощения. Спасибо. Спасибо за приглашение. Да, на самом деле, те процессы, которые сегодня проходят, они в мире, и они касаются в том числе и Абхазии. Сегодня много стран интегрируются, подписывают различные договора между собой, и в это время Абхазия тоже не может остаться в стороне. Да, нам предложили договор, где расписаны различные аспекты, начиная в военной сфере, в сфере безопасности, социальной сфере. И, как вы правильно сказали, идет в этом плане обсуждение. То есть он вынесен в общество, вынесен в круги, где люди обсуждают с профессиональной точки зрения. Вот. Ну, в принципе, считаю, что в данное время нужно идти в ногу со временем и обсудить новый договор, который нам предлагают. Значимость его такая, считаю, что высокая. Мираб Борисович. Я бы тоже хотел бы сказать, предложенный проект договора с российской стороны нам изучалось Министерство обороны по нашей линии, имеется в виду, то, что нам касается. Конечно, сегодня, как сказал Валерьевич, меняется обстановка в мире не в лучшую сторону. Мы прекрасно видим, что творится на Украине, в других государствах, Ирак и другие, Ливан. Американцы к чему идут, к чему стремится. Грузия уже, она вес, как бы договор уже подписан с их стороны. Конечно, нам надо менять свою тактику действий со стороны Абхазии. Но мы не можем сами это делать. То, что предложен проект договора российской стороны, как бы кто ни обсуждал, как бы кто ни говорил, для нас первейшая задача — это безопасность народа Абхазии. И предложенный проект — это не значит, что мы должны сейчас быстренько подписать. Они нам предложили. А какие замечания у нас есть и были, и будут. Конечно, совместно будет группа, комиссия, которую, как нам сказали, будем к общему выходить. Но в любом случае, безопасность народа Абхазии — это первейшая задача для нас, силовиков имеется в виду. А если политические, экономические вопросы, есть люди, которые профессионалы, у нас есть другие соображения по нашим направлениям. Сейчас мы, видимо, будем касаться еще по статьям и другим вопросам, которые нам бы хотелось изменить. Но я думаю, что мы к общему придем и будут сделаны правильные выводы с нашей стороны по этому договору. В любом случае, какой бы что, новый договор нужен. Но новый договор — это не значит, что 2008-2009, там, то, что подписано было, все надо менять. Дополнение к этому, я так считаю, надо сделать. Спасибо. Я извиняюсь, я ваше отчество не знаю. Бесланович. Очень приятно. Добрый вечер еще раз. Действительно, как уже сказано, внутри абхазского общества развернулись бурные дебаты по поводу договора, представленного российской стороной. Различные слои общества воспринимают договор по-разному. Объективно можно сказать, что договор нужен. У нас есть все возможности договор дополнить,
изменить. Поэтому он был и выставлен на всеобщее обозрение. Как Рауль Валерьевич сказал, мир становится многополярный, и одна из границ будет проходить и проходит она по нашей границе с Республикой Грузия. Я хочу сказать, что в договор мы должны вложить интересы Республики Абхазия, совместные интересы с Российской Федерацией, чтобы договор был взаимоприемлемый и взаимовыгодный. Спасибо. А вот вы сказали, что мир меняется. Вот вы могли бы дать оценку военно-политической ситуации вокруг Абхазии? Какова она на сегодняшний день и что угрожает Абхазии? Мираб Борисович. Ну, знаете, вот сейчас сказать, что угрожает нам, вот мы должны как бы вот по-другому себя вести. Такого-то нету. Но то, что меняется мир, это мы все прекрасно видим и слышим. И есть у нас разведданные, то, что творится в Грузии, к чему они идут. Даже по этому поводу договора, то, что они высказывают, делают, они как бы поджигают других государств, и видите ли, что Россия делает, как бы себя ведет. В любом случае, с Россией это государство тоже наш стратегический партнер, который действительно мы с первого дня после войны стремились к ним, как бы общие какие-то дела, но сегодняшний мир, то, что у нас в Абхазии, это благодаря России, я так считаю. Те миротворческие силы и те силы, которые сегодня находятся, 7-я база, пограничная ВСП России, это мир то, что обеспечивает. А то, что меняется, конечно, действия некоторых государств мы видим и слышим, как они к чему хотят на колени поставить Россию через какие-то действия, но у них это вряд ли получится, потому что Великая Россия, это не... Есть те государства, его поддерживают, в том числе Индия и Китай, с которыми они и дружат. Я думаю, что в любом случае попытка чему-то. А вот то, что угрожает Абхазии, само собой, угрожать будет, если мы не подпишем новый договор, то, что меняется, как говорили уже здесь, то, что меняется. Если новый договор не будет соответствовать новым реалиям, я думаю, что безопасность как бы становится хрупкой. Я думаю, что эти вопросы решатся. Как бы мы ни обсуждали, как бы мы ни говорили, для нас цель это безопасность народа Абхазии. Сохранить народ, сохранить тот суверенитет, сохранить тот личный состав Министерства обороны и других силовых подразделений, потому что мы уже это проходили. Ну, в этом контексте нужно, я думаю, что вспомнить и послевоенные времена. Мы победили в очень сложной кровопролитной войне. А потом, по идее, должен был настать мир. Но если вы помните, наш народ прошел эти все этапы послевоенные. Это, конечно же, 95-й год, 98-й год, 2001 год. Это сложные времена, где нам, нашему народу, приходилось также отстаивать границу по реке Ингур, где проводились смены, где сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники Министерства обороны, службы государственной безопасности несли дежурство постоянно. Это отнимало очень много сил, средств и, самое главное, погибали люди на границе. Вот вы, я думаю, что не вспомните за последние несколько лет, после того, как нас признала Россия, после того, как на границе стоят российские пограничники, чтобы на границе погиб хоть один гражданин Абхазии. То есть ситуацию в этом плане нам закрыли. Закрыли и по морскому рубежу, по воздушному пространству. И весь мир, опять же, вот как я говорил выше, весь мир в военном плане в том числе интегрируется. То есть есть различного рода подписания и договора между странами в самой Европе. Есть крупный блок НАТО, где в случае каких-то вторжений в ту или иную страну, входящую в этот блок, то создается такая объединенная группа, которая отражает эту агрессию. В нашем случае то же самое. Возможно, необходимо применить и заключить это, выложить нормально в договоре и прописать это. Потому что самим сегодня нам
справиться с новой Грузией, с сегодняшней Грузией очень сложно. Те поставки вооружения, которые шли и после 2008 года, после признания, они также идут в Грузию. Грузия укрепляется в военном плане. Мы слышим постоянную такую риторику в отношении Абхазии. То есть нам нужно быть готовым. Но сегодня нам Россия предлагает уже официально это выложить на бумагу и проговорить, кто за что в этом отношении в военном плане отвечает. Я считаю, что этого нельзя бояться. Наоборот, нам надо попытаться это таким образом закрепить, чтобы наш народ жил спокойно, развивался, чтобы те процессы, которые экономически идут внутри уже государства, чтобы они проходили без оглядки на какое-то новое военное вторжение со стороны Грузии. А Грузия, как мы понимаем, никогда не отказывалась и не откажется о том, чтобы опять решить вопрос, как она считает, территориальной целостности военным путем. И здесь нам, на мой взгляд, необходимо полное взаимодействие с Россией, потому что это крупная, сильная, могущественная держава, которая защитила и защищает нас, в том числе и вот, вы помните, ситуацию по Южной Осетии. А чем плох тот старый договор? Может, его надо было просто дополнить какими-то пунктами? Ну, о чем мы и разговор ведем, дополнение. Там не говорится, что все это должно меняться, где есть там старые такие моменты, которые надо менять кое-что. Потому что мы уже говорили, меняется мир, меняется тактика действий, меняются договора, которые подписывают, имеется в виду в Грузии с кем-то, с другими государствами, чтобы добиться, правильно сказано Валерьевичем, то, что Грузия никогда не успокоится, пока не возьмет Абхазию. Потому что это стремление у них. Если они хотели бы по-другому, они уже подписали бы договор, то, что они применение в отношении Абхазии. Да. Потому что здесь вопрос политический, да, понятно, что они, в любом случае они мириться не будут. И мы должны быть готовы, и мы должны... Не говорится здесь, что старый договор. Менять, мы говорим, что дополнения какие-то, чтобы были. Здесь еще что, на мой взгляд, играет какую роль, да? То есть, вы помните, 2008 год, Россия была тогда совершенно другая Россия, то есть 2008 год новую Россию изменил. И те соглашения, когда мы подписывали, в какой-то степени, возможно, они не отражали те или иные какие-то тонкости и направления. Сегодня и Россия, и Абхазия, на мой взгляд, необходимо продемонстрировать миру полное взаимопонимание, что мы являемся надежными союзницами отношениями, связанными с Россией. И этот договор это явно будет демонстрировать. Спасибо. Вы изучили договор и внесли, вот у вас есть предложение, да, по договору. Вы могли бы вот как-то конкретнее рассказать, в какие пункты вы изменили, какие внесли дополнения и изменения? Зураб Борисович. Прошу прощения, Зураб Бесланович. Начнем с границы, как говорится. Да? У нас есть соглашение 2009 года, подписано 30 апреля, которое называется договор об совместных усилиях в охране государственной границы. По новому, к нам пришло новое соглашение. У нас есть в основном по государственной границе, по безопасности государственной, предложения нас как бы они устраивают, но необходимо нам доработать в плане того, что, допустим, мы бы хотим предложить оборудование государственной границы Республики Абхазия с Республикой Грузия в инженерном обеспечении, прохождение нашими гражданами, имеющих российское гражданство, службу в пограничных войсках Российской Федерации. Также речь идет о поэтапной передислокации
подразделений, охраняющих границу с Абхазией и Российской Федерацией на рубеж нашего соседа Республики Грузия, что позволит нам упростить еще более прохождение границы, да, пересечение границы нашими гражданами. Ну, естественно, есть там будут определенные ограничения, которые будут установлены по соображениям безопасности. Естественно, в договоре мы попросили включить также наши морские границы, помочь нам в обеспечении охраны наших морских рубежей. Ну, в общем, вот такие у нас предложения будут. Спасибо. Мераб Борисович. Договор, то, что прислали российской стороной, был представлен нам, Министерство обороны. Мы обсуждали те вопросы, которые касались нас. Особых таких замечаний со стороны Министерства обороны Российской Федерации мы не имеем, потому что здесь в любом случае то, что идет, те вопросы, которые поднимаются, это безопасность. Но есть те замечания, которые как бы вот, например, объединенное командование, еще такие вопросы, как граждане Республики Абхазии, и, как бы не имеют права служить, ну как бы предложения свои. Но, честно говоря, у нас 3 изменения, которые мы сделали, я думаю, что мы найдем общий язык и договоримся и решим это. Но здесь не стоит, как в народе говорят, и как при выступлении говорят, что общая команда Министерства обороны Абхазии не будет существовать, она будет подчиняться Министерству обороны Российской. Такого вопроса там нет, надо просто изучить и посмотреть. Есть кое-какие замечания, я еще раз говорю, это мелочи, которые имеются. Ну, не мелочь, конечно, с мелочи все начинается, но такие вопросы внутренние, которые можно решить. А вот то, что вот в любом случае мы уже имели разговор и с главнокомандующим нашей республики, мы обговаривали те вопросы, касающиеся военного направления, я вам скажу, что там вопрос, еще раз говорю, не стоит, что Министерство обороны будет подчиняться Российской Федерации или там президенту Российской. Все вопросы, которые будут подниматься в случае агрессии со стороны Грузии, имеется в виду, или других государств, кто на себя возьмет команду, вот вопрос, что стоит. Но в любом случае, те силы, которые внутри Абхазии находятся, они подчиняются президенту Республики Абхазии, главнокомандующему. Так что без его решения, без... Но есть такие вопросы, знаете, мы вот хотим как бы иметь безопасность за счет своих сил и средств, не имея ничего. Мы сегодня и не выпускаем ни одного танка, и автоматы, и боеприпасы, вы прекрасно знаете, откуда мы получаем. Есть и те силы и средства, которые находятся на территории России, которые имеют право только и президент, и министр обороны, узкий круг. Мы же не можем сейчас давать команду, как бы применить там это где-то. Вот что имеется в виду. Будет общее командование со стороны Абхазии и России, которые будут приниматься решения, в том числе и президенты. Вот весь вопрос. А говорить, что там вот Россия возьмет на себя и будет действовать как бы без согласования с абхазской стороной, такого нет. Еще есть такие вопросы, которые граждане Республики Абхазия, которые будут создаваться, имеется в виду батальон или подразделение, то, что будет на 7-й базе для подготовки специалистов. Имеется в виду то, что там вот они говорят. И до этого мы обговаривали этот вопрос. В любом случае, эти люди будут подчиняться Республике Абхазия, но они будут находиться на территории российской базы и обучаться в дальнейшем. Потому что мы будем получать технику и средства связи, которые должны мы знать. Потому что сегодня, получив технику, то, что будет Россия подставлять и не подготовить, это не значит, что мы можем сразу сесть и поехать и как бы применить. Вот для чего это делается, это подразделение? Для подготовки специалистов. И вот там они как бы пишут, что граждане Российской Федерации из числа, проживающих на территории. Но мы предлагаем граждане Республики Абхазия то же самое. Вы поняли, о чем я разговариваю? Вот такие вот вопросы, которые действительно, я думаю, что мы обговорим это еще с представителем Министерства обороны Российской Федерации и придем к общему. Для нас цель Министерства обороны – это обеспечение, еще раз говорю, безопасности народа Абхазии. Мы проходили уже, мы теряли людей, мы знаем, что такое жизнь солдата, офицера.
мы знаем жизнь народа, детей, мы это проходили. А из него делать трагедию, и как бы, что мы сами можем это все сделать, это, знаете, не надо ошибаться. Мы можем языком, а когда дело коснется, мы всегда просим кого-то, чтобы не просили, нам надо заранее готовиться, иметь свое, и как бы мы и сегодня действуем совместно, мы проводим совместные учения с российской военной базой, с другими подразделениями. Мы готовы сегодня, есть у нас план, хотя некоторые говорят, у нас ничего нет, у нас есть все. Имеется в виду для отражения агрессии. Но говорить, что мы сегодня готовы к такому-то крупному масштабу, это обман. Для этого надо менять договоры, менять пункты, которые бы обеспечили безопасность народа Абхазии. Спасибо. Рауль Валерьевич, какие изменения с вашей стороны были внесены? Если мы сейчас уже говорим конкретно по статьям в области Министерства внутренних дел, да, к нам тоже поступил договор с рекомендациями с нашей стороны, с Министерства иностранных дел. Изучив статью 10 и предложенную российской стороной, мы начали связываться и уже проговаривать, что нам предлагается в этом отношении. В том соглашении, о котором вы говорили раньше, не было прописано, и вот почему я проговариваю о том, что такой подход нам более выгодный, нашей стороне более выгодный, в плане создания совместного координационного центра между Министерством внутренних дел России и между Министерством внутренних дел Абхазии. То есть, если раньше мы проходили эти этапы очень сложно, согласования по тем или иным вопросам, по обеспечению информационного, то есть обменом базы данных, обменом, вы знаете, один только анализ в экспертно-криминалистическом отделе в России стоит более 300 тысяч. Бюджет наш такие средства не тянет. Вот этот координационный центр нам даст возможность напрямую решать эти вопросы, что немаловажно. И очень важно, что еще в этом же центре будет прописываться, и российская сторона нам предлагает подписать отдельным соглашением один из самых важных таких моментов, где будет увеличено социальное довольствие сотрудникам Министерства внутренних дел и техническое оснащение и обеспечение. Это тоже очень важный такой компонент, где в тех соглашениях старых это не прописывалось и ничего о них не говорилось. Я слышу о том, что говорят, что вот совместный координационный центр, возможно, будет назначаться только российской стороной, и это будет, скажем так, управление со стороны России. Я не представляю, ни как технически это возможно сделать, ни как вообще это воплотить в жизнь. То есть этот центр, он будет создаваться совместно и на территории России, и на территории Абхазии. Это будет довольно-таки качественная, хорошая координация деятельности в области правопорядка. А подчиняться будет кому? Это структура МВД или отдельный орган? Нет, он не будет структура МВД, он не будет входить в структуру МВД. Скорее всего, этот вопрос тоже мы проговариваем. Скорее всего, он будет, участники этого координационного центра будут находиться как в Москве, так и в Абхазии. Мы должны понимать, что решать быстро, оперативно задачи в области правопорядка мы должны, то есть не так, как сейчас происходит. У нас одна бумага идет больше месяца. То есть там уже ни о какой оперативности речи не может быть. С российской стороны будут назначаться люди, которые будут иметь полномочия для того, чтобы решать вопросы на всей территории России для, скажем так, для Абхазии. Потому что вы знаете, что миграция преступности, она происходит через нашу российско-абхазскую границу. И контакты, те, которые у нас сейчас есть с российской стороной,
они недостаточны для того, чтобы оперативно эти вопросы решать. А этот центр, он будет создавать такие оперативно эти возможности. То есть мы будем понимать здесь, находясь, на кого нам выходить, с кем оперативно вопросы эти решать, с кем можно определять те или иные направления. Потому что, опять же, в России сейчас происходят различного рода изменения, структурные изменения в Министерстве внутренних дел. Мы же стоим на месте уже много-много лет. Россия проходит сложные этапы, где допускает, возможно, тоже какие-то ошибки. То есть нам необходимо обмениваться опытом, обмениваться информационными базами. Но и самое главное, что я отражаю, что в этом договоре проговариваем мы, это социальное довольствие, увеличение заработной платы и техническое обеспечение Министерства внутренних дел. Россия нам предлагает это. Они говорят о том, что мы готовы заложить в эту статью, в этот координационный центр повышение уровня заработной платы и, как я сказал выше, и увеличение всех довольствий. А это очень важно. Россия сегодня тоже понимает, что те процессы, которые идут в Абхазии, и они будут идти, то есть это увеличение инвестиционного климата, то есть, возможно, будет увеличение приезда сюда каких-то коммерческих крупных организаций. А для того, чтобы система эта здесь работала слаженно, необходима защита. Защиту может дать только внутреннее Министерство внутренних дел. И в этом плане мы должны быть сильны, в этом плане мы должны быть подготовлены, оснащены. И в том числе и для этого проговаривается создание такого координационного центра, где бизнесмены, там крупные бизнесмены, которые сюда заходят, которые будут здесь работать у нас на территории Абхазии, будут проговаривать эти вопросы, приходя в том числе в этот совместный координационный центр. А подобный центр будет открыт в Российской Федерации? Не то, что открыт, он будет также в Министерстве внутренних дел России и в Министерстве внутренних дел Абхазии. То есть представители этого координационного центра сейчас определяется, кто будет входить с абхазской стороны, кто будет входить с российской стороны. То есть также в Министерстве внутренних дел в России будут представители этого центра. То есть здесь уже стоит вопрос технический, да, кто будет в него входить. То, что говорится о качестве, о необходимости этого центра, здесь, конечно, полностью мы его поддерживаем, потому что он нам необходим, это будет очень полезно. А технические вопросы, это будет после подписания основного договора, в течение 3 месяцев будут совместные уже отдельные соглашения, где мы все будем прописывать. Мы сейчас это проговариваем заранее эти соглашения, что в этих соглашениях будет прописываться, каким образом будет прописано. Но Министерство внутренних дел, даже для меня удивительно, что кто-то опять же говорит, что оно будет поглощено Министерством внутренних дел России. Но это такого быть не может. Министерство внутренних дел Абхазии как работало, оно так и будет работать в полном объеме. Мало того, еще раз повторяю, нам предлагают увеличить все социальные такие вот вопросы и наладить более качественное и тесное взаимодействие с Москвой, с Россией в целом. Скажите, пожалуйста, когда вы готовили свои предложения и дополнения, вы учли общественное мнение, которое не раз звучало в соцсетях и по экрану телевидения? Ну, я, честно говоря, не слышал общественного мнения, есть переживания, те или иные переживания, но вот если говорить конкретно про статью 10, где говорится о создании координационного центра, ну, здесь другого понимания быть не может. Это только помощь для нас, для нашего министерства. Вот. Так что говорить о каких-то конкретных предложениях, ну, много очень звучит разных предложений, но их же надо сейчас свести, возможно, воедино. Здесь есть парламентские предложения, есть предложения, которые мы сегодня даем, и мы уже направили в Министерство иностранных дел. То есть это такой процесс идет, рабочий процесс идет. Спасибо. Очень приятно. Кстати, люди на улице встречают, и их беспокоит на самом деле договор. Они
у них есть свои предложения, свое видение. И при вырабатывании наших предложений по границе мы учитывали мнение наших друзей, мнение людей, которые оппонируют, и приходили к общему мнению. В принципе, вот эти предложения, они были на основе видения не только там моего или группы людей, которые занималась, экспертов, кто занимался выработкой, да, данных предложений, но мы учитывали и видение людей. Я честно скажу, что в социальных сетях я немного там, поэтому, но с людьми, которые свое мнение выражали, по телефону звонят, спрашивают, на улице встречают, их мнение учитывалось обязательно. Вы понимаете, общественное мнение, это понятно, надо учитывать. В любом случае, это народ Абхазии, который беспокоится по линии военной, я буду говорить, безопасность народа, потому что они прошли уже почти 70%, которые проживают в Абхазии, знают, что такое война, что такое холод, голод, блокада. Мы, конечно, учли это, но есть специалисты, военные специалисты, которые знают, имеется в виду те кадровые офицеры, которые закончили у нас в России, сегодня находятся на строю Министерства обороны Абхазии. Специалисты, которые могут определить, к чему оно может привести любые наши действия и неправильное подписание договора. Любое имеется в виду из пункта те, которые по линии военной. Существовало в советское время, еще когда я служил офицером советской армии, был Варшавский договор такой. Для чего она делалась и что? Командовал, да, конечно, там был командующий главком Варшавского договора, Министерство обороны других государств, имеется в виду Болгарии, других государств, которые во время Великой Отечественной войны объединились, имеется в виду, они всегда имели свое я. Не было такого, чтобы все бежали бы в Москву, но по силе возможности, которые они не могли бы сделать, это делалось через Россию, имеется в виду через Советский Союз, в то время Москва. И сегодня мы, вот я вот смотря вот на те пункты, которые вот, как бы вот Варшавский договор и другие, мы сейчас не будем говорить, что этот договор там московский или российский или что. Здесь вопрос стоит безопасный народ, я вам еще раз говорю. Общественное мнение, это волнение того, что вот там, видите, я слышу разговор, что Хаджимба уже подписал. Вы послушайте сюда. Даже Хаджимба подписал, она не имеет силу. Он не может вступить правильно, этот договор. Это все разговоры какие-то непонятные. Или другой подписал. Нам прислали проект договора, который сегодня обсуждается и решается вопрос к общему мнению и предложить российской стороне. А согласится ли еще российская сторона к некоторым пунктам, это нам надо еще вопрос поднимать. Понимаете, это говорит так, хочу все, не делая ничего, так тоже не бывает. Мы должны проявить себя, каким мы есть. И что мы хотим, мы должны в конце концов определиться. А говорит, что Хаджиба подписал, другой подписал, придумать какие-то легенды, и что оно вступит в силу, этого нет. Будет договор, когда уже проект будет согласован, подписание в Москве будет, или в Сухуми, я не знаю, это определяться, и та, и эта сторона политики определят, где будет конкретно подписано, и после этого оно вступает в силу. Но опять же, он не вступает в силу через парламент и другие есть вопросы, когда, что нам волноваться? Вот Хаджимба, если подписал или согласовал нам, это значит уже все, так не бывает. Надо народу объяснять кое-какие. Есть те специалисты, я слышу по телевизору, вижу, человек обсуждает военный вопрос, и когда он даже солдатом служит, он может судить армию. Он вообще в курсе в армии, что сегодня у нас, что есть, чего есть, какие подразделения, какие спецы стоят, какая техника у нас. Народ же не все знает, понимаете. Есть моменты, которые мы не можем говорить. Да, у нас дислоцируются в некоторых районах какие-то средства, но мы же не можем сейчас всем это говорить. Видите, вот здесь стоит. Так не должно быть. Так что я считаю, что касающееся силового направления, будет Лоло, Кишмари или Маргане, наша задача это безопасность народа, безопасность населения. Знаете, что случится, с нас и спросят в войне. Да сейчас можно гладко говорить и гладко с нами. А где вы были и будете упреки, проходили мы это уже. Так что мы должны делать все, договариваться с российской стороной и идти на какие-то уступки, но здесь не идет уступки, что суверенитет там отдали за что-то территорию. Здесь вопрос стоит по моей линии, например, по военной. Все вопросы, связывающие
связанные с безопасностью народа Абхазии. И вопросы взаимодействия с российской военной базой. Это мы же уже подписывали, правильно? Старый договор, то, что вы говорите. И какие-то дополнения идут. Здесь не идет, что вы должны вот так сделать. Так что мы обсуждали эти вопросы, которые прислали, договор, то, что нам прислали, и те замечания, которые, хотя их немного. Здесь это те вопросы, которые объединены, командование, другие, там, абхазская сторона, что может лишь совместно, чтобы были. Имеется в виду совместные какие-то действия. У нас нет сил и средств, даже на населения, не хватает для отражения агрессии в Грузии, потому что не хватает сил и средств на сегодняшний день. Вот Рауль уже говорил, что Грузия это уже не та Грузия, которая была в 92-93. Там есть и базы, и другие американцы все сделали, чтобы подготовить их. А говорить, что мы все можем с нашей стороны, знаете, я считаю, что дополнения нужны, и этот договор с какими-то изменениями должен прийти. Никто здесь не говорит, и не слышу я и общественно. Да, есть люди, которые, как бы, знаете, вот, из ничего сделать что-то. И быть в стороне. Я прекрасно помню после военный период, и во время войны, когда я в блокаде находился, командующим был, кто куда бежал, и кто чем занимался. И когда мы проводили, слава богу, здесь сидящие все прошли, какие-то операции в Газском районе, нам приходилось и трассу закрывать, и кое-что делать. И они сегодня, почувствовав свободу, начинают языком больше всех болтать. Вот больше всех разговоры ведут те, которые действительно мало сделали для спасения Абхазии в тяжелое время. Я одно могу сказать, российская сторона плохого особо, такого ничего особого нет, плохого не желает. Проект на обсуждение. Если какие замечания, что мы это учтем. Мы будем разговаривать со специалистами военными, с нашей стороны. Россия наш стратегический партнер. Завтра что случится, нам некому оправдаться. Так что мы должны, знаете, вот обижаться, вот, что это почему так, почему не так. Так тоже нельзя. Во-первых, если они, вот, давайте будем говорить, Министерство обороны Абхазии финансирует российская страна, правильно? Да. Кроме этого, кое-какие вопросы еще. Кроме, да, ну я имею в виду по войне. Столько вопросов, которые совместно мы решаем, и финансы, и другие. И сегодня кое-что делается. Ну, я еще раз, есть военные секреты, которые нельзя говорить. И если особого такого желания имеет кто из выступающих, пожалуйста, он в первую очередь пускай прослужит солдатом, закончит военное училище, у нас, и, слава богу, и в России принимают, и здесь. Потом мы его поставим в строй, поведем, где что находится. Они видят вот там вот то, что вот подразделение, казармы, где что, а что там, где чего, он же, будем говорить так, это все делается с помощью России. А муссировать, другой вопрос, что Хаджиба подписал нас, продал, там это, я еще раз говорю, это, знаете, узкого понятия, даже президент Республики Абхазия, главком Абхазии Хаджиба подпишет или согласится, это не значит, что он в действие пошел. Есть же у нас нормативные акты, которые как-то это вступают. Что это за разговор? Продали нас, это сделали, то давайте мы лучше будем думать, как объединиться, как прийти к общему. Как обеспечить безопасность Абхазии, как довести по линии МВД, по линии СГБ, по линии... и сделать народ Абхазии цветущим. Они обсуждают и лялякать целыми днями, там сидят брехалов и бумагой вот это держат. Видите, что сделал, видите, что... Конечно. Это может каждый. Надо побыть. Я еще раз говорю, солдатам даже не служил, начинает обсуждать военные вопросы. Дезертиры не имеют права, некоторые дезертиры, будем говорить, обсуждать военные вопросы. Им чем больше будет некоторым, чем больше будет бардака по линии МВД, для него это лафа, будем так говорить. По линии СГБ для него это еще. Если в армии будет бардак, не пойдет, для него это, знаете, еще лучше. Лишь бы прожить жизнь. А мы-то думаем по-другому. Так что я думаю, что общество мне надо честно, надо доводить до них, что это означает, а не говорить всякую. А говорить, что у нас все плохо, ничего нет, ничего не делается, Россия там нас это, где что. Поменьше пускай языком это.
Почему-то, когда плохо становится в Абхазии, те, которые выступают против России или там хотят грязью, первым бегут в Россию. И там же они занимаются чем-то. И семьи их там проживают, хорошо себя чувствуют. Мы простые люди, которые здесь сегодня... Мы здесь живем в Абхазии, семьи наши здесь находятся, никуда мы не стремимся идти. Так что договор надо чуть-чуть подкрепить, подправить. Создастся комиссия, которая к общему придем и подпишем, и будем идти вперед. Вот я так считаю. Спасибо, Рауль Валерьевич. Еще раз, насколько данный документ защищает интересы нашей страны. Мы говорили об этом, я бы хотела, чтобы вы еще раз рассказали об этом. Ну, в каком плане защищает интересы? Если мы, сидящие здесь, возглавляющие силовой блок, ну, я вам скажу, что он защищает в военном отношении как с внешнего врага, так и по внутренней ситуации. Вот если говорить по отражению внешнего врага, здесь тоже говорилось о том, что вот сегодня, да, сколько уже лет на границе у нас не льется кровь. Это благодаря сегодняшним реалиям, которые сложились после 2008 года. Это те реалии, которые сложились, и сегодня мы спокойно, вот если вы заметили, я очень внимательно смотрел за нашей предвыборной кампанией, практически люди не задавали вопрос, а что сделать там с Грузией там, в военном плане. То есть эта ситуация ушла на второй, на третий, может быть даже на четвертый план. Разве это плохо? Разве плохо, что сегодня совместно мы охраняем границу, где российская сторона поставила необходимые сооружения? Да, может быть, пока еще не в полной мере граница с Грузией защищена. Но этот процесс идет, он сложный процесс, потому что там тоже, вот Равиль Александрович говорил об этом, там тоже есть определенные сложности, которые решаются. Вот. То же самое по морской составляющей. Если говорить по нашей внутренней безопасности, в этом договоре четко прописывается внутренняя безопасность, то есть говорится о том, что российская сторона готова нам предоставить различного рода возможности и условия для того, чтобы система внутренних дел в мирное время, а сегодня мы, слава Богу, находимся в мирное время, у нас не идут боевые действия, конечно, мы готовимся к этому, потому что вы знаете, да, что если начинаются боевые действия, то все силовые структуры переходят под командование Министерства обороны. В данной ситуации таких вопросов у нас нет. Каждый занимается своим направлением. Министерство обороны своим направлением, Служба государственной безопасности своим направлением, а Министерство внутренних дел занимается обеспечением безопасности именно внутри государства. То, что нам сегодня необходимо. Мы прошли сложные времена, закончились уже вот эти все процессы. Вы помните, что после войны с гранатомета по УВД стреляли. То есть вот такая криминогенная ситуация была. Сегодня она совершенно в другом контексте. Сегодня совершенно другая ситуация. И мы будем ее решать внутри, будем вводить внутреннюю безопасность на новый уровень. Но нам нужна помощь. Нашим сотрудникам нужна помощь. Нам нужно увеличение не просто технического обеспечения, но нам нужно увеличение в том числе и материального, технического, социального. Как это взять? Откуда это взять? Да, мы можем говорить о том, что вот мы сами проживем, мы сами после войны за булку хлеба, сотрудники милиции работали за, скажем так, образно говоря. Но сегодня совершенно уже другое время. Мир развивается, все развивается. И вот такой уровень патриотизма, как был, может быть уже не на таком уровне, как послевоенное время. То есть я считаю, что этот договор отражает реальное сегодня состояние дел в Абхазии. Нам нужно двигаться вперед, нам нужно развиваться, нам нужно показать, в том числе России, что мы вместе с Россией, что она сегодня нас защищает, оберегает наши границы и помогает нам навести внутреннюю безопасность и порядок в нашем государстве. Мы это делаем своими силами. У нас есть для этого силы, но нам не хватает определенных средств.
Для этого в этом договоре, в этих соглашениях российская сторона нам говорит, мы вам дадим такую возможность, пожалуйста. То есть увеличим вам, не секрет, да, вот опять же, если говорить нашего врага сегодняшнего, в состоянии, в котором мы также находимся, грузинскую сторону, все увеличение военного направления и по линии Министерства внутренних дел идет со стороны Евросоюза и Америки. Полностью на довольствии сидят все силовые структуры в основной своей массе, зарплату получают. Также это происходит в других странах. Почему нам отказываться от вот этого соглашения? Я не могу понять. То есть никакой логики в этом плане не вижу. Здесь не идет разговор и не шел разговор, еще раз повторяю, о поглощении Министерства внутренних дел Абхазии. У нас те люди, которых находятся в Абхазии, они находятся в Абхазии и выполняют строго внутри абхазские наши задачи. У нас прописаны все положения по линии Министерства внутренних дел. И поэтому здесь только вижу только улучшения. И если мы нормально к этому придем и подпишем этот договор, а я глубоко убежден, что мы его подпишем, подкорректировав, как Мираб Борисович говорит, отдельные пункты и статьи, которые вызывают в обществе определенные беспокойство. И этот процесс идет, мы знаем, что этот процесс идет и в администрации президента, и в парламенте этот процесс идет, то я считаю, что буквально через год по линии Министерства внутренних дел мы ситуацию изменим в корне. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на мои вопросы. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к обсуждению данного договора. Не, лучше не возвращаться. Давайте мы лучше обсуждать договор. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Конечно, повтори, конечно.